Олег Алмазбекович, у вас есть вопросы к представителю Министерства цифры? Нет. Представитель Кабинета министров, пожалуйста. Нет вопросов уже. Нет? Уважаемые судьи, у вас есть? Да, пожалуйста, Хакель Джамалевич. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что вы технический орган, то есть техническая инстанция, да, то есть исполняете, безусловно, беспрекословно то, что решение принято Минкультуры, да? Ну, предыдущая, значит, вот коллега ваш сказала, что через вас владелец сайта становится информированным о том, что идет процесс удаления информации, недостоверной, да? Вот каким образом это происходит? То есть после того, как вы удалили информацию, ему становится известно об этом, либо вы предварительно какую-то информацию доставляете, что вот поступила информация, мы будем удалять. Как это происходит процесс? В данном случае в соответствии с порядком то есть орган в области информации, он направляет, как она уже до этого сказала, представитель Минкультуры, они направляют решение, которое об удалении, которое в течение 2 дней может быть обжаловано. То есть нет, это не надо нам объяснять. Это я имею в виду вот ваш процесс, процесс информирования владельца сайта. Каким образом происходит? То есть после того, как он уже, то есть по мере блокировки, это удаления информации, либо же какая-то значит, до этого идет какое-то информирование его, какое-то. Каким образом это происходит? Или это вообще не происходит, вы просто удаляете, и ему становится постфактум, правильно? Нет, уважаемый суд, мы как орган связи не можем удалить. Мы направляем их решение, то есть перенаправляем решение операторам связи. Операторам связи, да. У нас нету такой технической возможности, чтобы удалить с какого-либо сайта. Нет, понятно, это ладно. Я имею в виду насчет информированности, значит, владельца сайта. Как это происходит? Как это информирование происходит? Мы именно операторы связи. Операторы связи информируют, да, операторы связи, то есть направляем решение Минкультуры о удалении. А Минкультура, она своим решением уже информирует самого владельца интернет-сайта. То есть с нашей стороны информирования нет, с нашей стороны уже есть исполнительская часть. Что-то не совсем ясно. Понятно. Да, пожалуйста. А вот скажите тоже, Минкультуры направляет вам через СЭТ ваше решение свое. В данном случае кто принимает у вас? Конкретный человек, который перенаправляет владельцу сайта, да? Да, там, получается, это уже как бы решение поступает, которое отписывается заместителем соответствующего структурного подразделения в уполномоченный орган связи. Уполномоченный орган связи. Это ваше подведомственное, да, подведомственное подразделение, да. То есть директору поступает, директор, получается, отписывает соответствующему начальнику, начальник, скорее всего, также отписывает соответствующему специалисту, и специалист исполняет это решение. Исполняет каким образом? Он просто перенаправляет? Да, перенаправляет уже. А нельзя было, чтобы Минкультуры сразу могло направлять владельцу сайта? Почему вы здесь находитесь? Ну, уважаемый суд, мы при принятии данного порядка и самого закона также, в принципе, свои возражения предоставляли, но уже сложилось, да? Да? Хорошо, тогда другой еще вопрос. Министерство цифрового развития, в данном случае ваше подведомственное подразделение, бывшее Госагентство связи, да? Да. В данном случае предоставляет, находится в каких отношениях с операторами связи, вот как вы сказали, оператор связи, да? Да, операторы связи. Операторы связи. Они лицензируются, да? Да, уважаемый суд, вот в данном случае существуют лицензионные взаимоотношения между, в данном случае, Минцифры и операторами связи, да? Да. Все правильно. Именно поэтому здесь Минцифры имеет право таким образом, то есть, скорее всего, в лицензионном соглашении это будет предусмотрено. Да, уважаемый поэтому суд. здесь и ваша роль здесь. Да, уважаемый суд, все правильно. Ага. И еще один момент, да? Вот вы сказали, сначала хостинг-провайдеру отправляется, если он отказывает, то отправляется интернет-провайдеру. Уважаемый суд, мы сразу же, у нас практика такая, мы всем провайдерам, которые с нами взаимодействуют, мы всем направляем и получаем от всех сразу ответ. То есть нету такого выборочного, потому что реестра такого конкретного по хостингам, провайдерам с определенным сайтом у нас нету. То есть технически у нас то есть и вы еще раз сказали, да, смотрите, если вдруг хостинг-провайдер в данном случае не находится на его, скажем, да, хостинге, это доменный сайт, то в данном случае с других операторов можно вообще просматривать эту информацию. Ну да, уважаемый. То есть совершенно ее удалить невозможно. Здесь уже исполнение уже невозможно. В техническом плане пока, да? Да, вот это. Спасибо. Да. Все-таки для уточнения, опять же, вы говорите, что
занимаетесь чисто технической да, передачей вот этого решения этим провайдерам, да, но 11 пункт порядка говорит другое, да, уполномоченный государственный орган, то есть вы по связи, с момента получения решения Министерства культуры в течение одного рабочего дня направляет его владельцу сайта. То есть алгоритм действий такой, что вы, получая решение от Министерства культуры, направляете владельцу сайта или страниц сайта для исполнения. И потом владелец сайта принимает соответствующие меры, или удаляет, или не удаляет. И после этих алгоритмов действий направляете вы в этот хостинг для того, чтобы блокировали сайт. Правильно? Вот такой алгоритм действий Да, сейчас. уважаемый суд, все правильно, такой вариант. Правильно? Да, да, пункт 11 правильно. А вы говорите, Он что только регламентирует. техническую часть выполняете. Так, все. Мгм. У меня есть к вам вопрос. Мгм. Во-первых, уточняющий, да? Вы сказали, что решение об удалении недостоверной информации Минкультуры информация направляет самостоятельно, да, владельцу сайта? Или все-таки через Минцифру направляется? Уважаемый суд. Об удалении. Сейчас речь не идет о блокировке. Да, уважаемый суд. С нашей стороны, да, согласно пункту 11 порядка мы тоже направляем. И направляем также... Нет, вы давайте так, как это происходит? Если, например, Минкультуры, например, вы сами сказали, что они самостоятельно уведомляют владельца сайта, правильно, да? То вы как можете об этом знать, что у них вообще имеются такие заявления, которые находятся на рассмотрении? Или вам они Нет, отдельно уважаемый суд, отправляют да, дополнительно? до этого уже представитель Минкультуры уже, как сказала, через ЦЭТ нам тоже также поступает данное их решение, которое также нами направляется. Тут, И вы тоже дополнительно да, направляете это уважаемый суд, да. уведомление? Второй порядок, по которому я говорил, про блокировку это было, то есть получается, да, я... Нет, я сейчас говорю именно первоначальное уведомление об удалении. Потому что вы в своем этом сказали, что Минкультуры самостоятельно уведомляет владельца сайта об этом. То есть вы к этому все равно причастны, да, к уведомлению об удалении. Да, уважаемый суд, мы также даже извещаем и их Об решение. удалении Мгм. недостоверной информации, да? Да. Все понятно. Теперь, те провайдеры, которые не находятся на территории Кыргызской республики, то есть не имеют лицензионных взаимоотношений с министерством, да, с вашим Мгм. министерством, вообще, скажем, вот это все вытекает из требований нормативно-правовых актов. Какие пути решения видит или какие меры вообще принимаются министерством? Цифры, да? Раз, смотрите, какая-то информация вышла через сайт, который есть возможность заблокировать через лицензионные взаимоотношения, да? То есть, разумеется, они зависимы, тем самым зависимы от Министерства цифрового развития, да? Из какого-то сайта невозможно это удалить. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Да. Ситуация какая? Как Мгм. вообще, какое есть решение этого вопроса? Чтобы, скажем, вот это воздействие, да, нашей нормативной базы, оно имело как-то одинаковое, скажем, да, влияние на вот эту ситуацию всю. А вы говорите, что мы вот часть можем удалить, то есть кому-то повезло, кому-то не повезло. Как этот вопрос должно решаться и вообще какие меры, скажем, принимаются для того, чтобы исполнять требования нашего законодательства? Уважаемый суд, при принятии самого решения, как я уже сказал, у нас в этой части именно были претензии к исполнению самого акта, потому что она технически нами вообще, вообще к исполнению невозможно было в случае такого, то есть, получается, в случае нахождения хостинг-провайдера на территории Кыргызской республики. И в этой части пока что, уважаемый суд, мы... Решения не видите, да? Решения пока А не что, видим. какие-то, я не знаю, какие-то договорные отношения, что, не решаются подобные вопросы? Раз провайдеры, которые находятся за пределами и не имеют лицензионных взаимоотношений с вашим министерством, но, тем не менее, они распространяют информацию на нашей территории,
что никаких механизмов нету для того, чтобы на всех требования нашего законодательства распространялись одинаково. Решать какими-то договорными этими, какие-то меры же должны в этом плане вообще предприниматься, скажем так. Ну, соглашение договорное, конечно, это один из вариантов, которые были рассмотрены нами, но в данном случае Кыргызская республика со своей стороны принимает решение о достоверности или недостоверности, но так как хостинг находится за территорией другого государства, то они Проблема в признании да, достоверности. признать, да. Ясно. То есть на них не признают наши эти. Это уже надо на более высоком уровне. Ну все понятно. Присаживайтесь. Всё, пожалуйста.